Это то, что останется нашим детям и нашим внукам. Цените, это наша история, это наше наследие. Год 1999. Баткенские события. Вторжение боевиков на территорию Кыргызстана наглядно показало: дать жесткий отпор врагу мы не готовы. Это и несогласованность действий, и недостаток вооружения, и отсутствие навыков как у командиров, так и у рядовых солдат. В руках у бандитов оказались офицеры высшего звена, мирные жители, граждане других стран. Заложников пришлось выкупать. Затем в дело вмешалась авиация, но не кыргызская, а узбекская. В результате очередной бомбардировки с воздуха по ошибке было атаковано снарядами мирное село Каратиит. Погибли простые жители-кыргызстанцы. Поселок был разрушен. Расплата за халатность оказалась слишком высокой. Этот кровавый урок прошел даром. Акаев ограничился пафосными выступлениями о необходимости укреплять армию. Позже Бакиев тоже особо не постарался. К 2010 году в кыргызской армии было всего 8 или 9 старых БТРов, как призналась во время июньских событий глава Временного правительства Роза Отунбаева. Спецслужбы не смогли тогда предупредить преступные провокации, а внутренние войска оказались не готовы погасить кровавые столкновения ни на начальном этапе, ни в последующие дни. Действия военных и милиции в июне 2010 года были беспорядочными и неумелыми. Разобщенность войск и их командования, отсутствие единой системы управления вооруженными силами поставили страну на грань катастрофы. Сама Роза Отунбаева в отчаянии запросила военную помощь в России. Впрочем, к тому моменту столкновения уже угасали, и вмешательства иностранной армии удалось избежать. Официальные данные: погибли 426 человек. Вывод крайне неутешительный. Обороноспособность страны стремится к нулю. 31 августа 2011 года, в День независимости, на военный парад доехала не вся техника. Некоторые машины не смогли добраться до площади своим ходом, сломались по дороге. Это была последняя капля. Реформу вооруженных сил новый президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев считает тогда жизненно важной для страны, особенно с учетом основного курса на укрепление независимости. Многие государственные решения вызывают неприятие или раздражение со стороны соседних стран. Значит, армия должна быть боеспособна. В феврале 2014 года подписан указ о создании Генерального штаба вооруженных сил. Его главой назначен боевой генерал Асымбек Алымкоджоев. Генштаб становится центром командования всеми военизированными структурами – армией, погранслужбой, силами МЧС и другими подразделениями. Действия всех вооруженных сил отныне согласованы и упорядочены. Параллельно начинается работа по улучшению бытовых условий. Военное ателье Минобороны начинает разработку эскизов новой формы одежды для военнослужащих. В апреле 2015 года верховный главнокомандующий Алмазбек Атамбаев принимает и одобряет образцы униформы. Совсем скоро армия будет одета и обута. Впервые в истории независимого Кыргызстана по всей стране начинается строительство жилых домов для силовых структур, военных офицеров, сотрудников милиции и МЧС, органов национальной безопасности, службы госохраны и прокуратуры. Реализуется президентская программа обеспечения жильем военнослужащих. Силовики Кыргызстана получили несколько тысяч новых квартир. И самое главное – боевая техника, вооружение и боеприпасы. Переговоры с Россией президент Атамбаев начинает практически сразу после вступления в должность. В сентябре 2012 года подписан протокол о сотрудничестве в военной области. Россия обязалась поставить технику в общей сложности на сотни и сотни миллионов долларов. Это системы залпового огня, танки, бронетранспортеры, военные автомобили, вертолеты, автоматы Калашникова и боеприпасы. В Кыргызстан идут эшелоны с военной техникой. Военный парад ко Дню Победы 9 мая 2015 года стал демонстрацией военной мощи новой кыргызской армии.
Президент Атамбаев отправляет служить в армию своего собственного сына. Другие чиновники перестают отмазывать своих детей. Служить в вооруженных силах теперь престижно. Май 2017 года. Верховный главнокомандующий Алмазбек Атамбаев поздравляет армию с Днем вооруженных сил Кыргызстана и подчеркивает: реформа армии состоялась. Отныне она в состоянии защитить страну. В ноябре того же 2017 года Алмазбек Атамбаев передал власть новому президенту. Впервые в истории независимого Кыргызстана выборы прошли максимально честно. Впервые после выборов не было митингов и гражданского протеста. Впервые уходящий главнокомандующий передал руководство вооруженными силами новому. Уже через несколько месяцев имя экс-президента Алмазбека Атамбаева становится объектом жестокой критики. Его сторонники подвергнуты преследованиям, начинаются политические репрессии, аресты и приговоры. С молчаливого согласия властей грубо очерняется все, что было сделано президентом Атамбаевым и его командой. Несмотря на все это, новая, сильная кыргызская армия стоит на страже Родины. Страна может спать спокойно. Все, что я делал для народа, и все это останется людям. Алмазбек Атамбаев. Это то, что останется нашим детям и нашим внукам. Цените, это наша история, это наше наследие.